Информационная программа «Новости» в студии Матлиба Раджапова. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял генерального директора Кувейтского фонда арабского экономического развития Марвана Абдуллу Аль-Ганима. На встрече предметом обсуждения стало нынешнее состояние отношений дружбы и сотрудничества между Таджикистаном и государством Кувейт. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что наша страна поддерживает дальнейшее расширение многопланового сотрудничества с дружественной и братской страной Кувейт, заинтересована в развитии сотрудничества с ее важным финансовым институтом – Кувейтским фондом арабского экономического развития. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной сферах, в том числе в направлении реализации гидроэнергетических проектов, цветной металлургии, легкой и пищевой промышленности, строительства дорог, коммуникаций и туризма. Вклад в развитие отдельных проектов в области сельского хозяйства, образования и здравоохранения, а также добыча и переработка полезных ископаемых были названы взаимовыгодными сферами сотрудничества между двумя странами. Был отмечен вклад Кувейтского фонда арабского экономического развития в финансирование ряда проектов в Таджикистане, в том числе в реализации 5 проектов в сфере транспорта и энергетики, которые осуществляются с 2001 года. С целью развития расширения сотрудничества было признано необходимым поддержать проведение бизнес-форумов Таджикистана и Кувейта, выставок сельскохозяйственной и промышленной продукции и других совместных мероприятий. На встрече также были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Итоги встречи с лидером нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, генеральный директор Кувейтского фонда арабского экономического развития Марван Абдуллу Аль-Ганим прокомментировал таким образом. Я очень рад, что провел встречу с президентом Республики Таджикистан, его превосходительством, уважаемым Эмомали Рахмоном. Я передал его превосходительству, уважаемому Эмомали Рахмону, приветственное послание от главы государства Кувейт и министра иностранных дел. В ходе беседы мы затронули вопросы, связанные с Рагунской ГЭС. Кувейтский фонд арабского экономического развития, как и прежде, внесет свой вклад в сооружение Рагунской гидроэлектростанции. Также с его превосходительством, уважаемым Эмомали Рахмоном, мы говорили о частном инвестировании. Желаю Республике Таджикистан прогресса и процветания. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в Гисаре открыл заповедник редких животных и птиц, созданный акционерным обществом Кулахой Тоджик, пики Таджикистана. 7 декабря лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в Гисаре сдал в эксплуатацию заповедник зверей и птиц, образованный акционерным обществом Кулахой Тоджик, пики Таджикистана. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован о том, что с целью охраны окружающей среды, в том числе флоры и фауны, улучшения экологической ситуации региона, особенно столицы страны, города Душанбе, и состояния бросовых и выпавших из севооборота земель были приняты необходимые меры, что дало положительные результаты. В местности, где создан заповедник, сотни гектаров земли были залежными и не плодоносили. Здесь уничтожался лес, а редких животных почти не стало. Теперь же с созданием нового заповедника специалисты и рабочие направят свою деятельность на выращивание леса и увеличение флоры и фауны в этой местности. В связи с этим в 2020 году акционерное общество Кулахой Тоджик на территории Гисара на площади более 4000 гектаров земли, большую часть из которых составляет гористая и холмистая местность, образовала заповедник для зверей и птиц. В соответствии с поручением президента Республики Таджикистан
Таджикистан в заповеднике налаживаются работы по увеличению поголовья редких зверей и птиц. Напомним, что правительство Таджикистана приняло специальное постановление об увеличении поголовья пятнистого и бухарского оленей и фазана. В настоящее время с целью реализации этого постановления по всей стране осуществляются меры для развития сферы большего выращивания редких птиц и зверей, занесенных в Красную книгу Таджикистана. После создания заповедника 150 местных жителей обеспечены постоянными рабочими местами. На территории заповедника, целью создания которого является улучшение окружающей среды и увеличение биологического разнообразия, на предгорьях, холмах и труднодоступных участках земли для выращивания сельхозкультур посажены различные местные и зарубежные саженцы фруктовых и декоративных деревьев. Также были посеяны высококачественные семена, адаптированные к климату региона, различные лекарственные травы и другие растения. На горных склонах и труднодоступных участках высажено более 400 тысяч различных фруктовых и декоративных деревьев и цветов. Наряду с этим в этой местности высажено более 1 миллиона кустов фисташек. На территории заповедника на площади 13 гектаров построен питомник, в котором сейчас работают местные специалисты. Выращенные здесь саженцы используются для создания лесов по всей стране. Во исполнение поручений и указаний президента страны уважаемого Эмомали Рахмона в направлении увеличения поголовья редких животных, а также увеличения качества наследственности животных, адаптированных к климату и природе Таджикистана, на территории заповедника широко разводятся бухарские и пятнистые олени. Также впервые в Таджикистан из-за рубежа были завезены такие виды оленей, как морал, красный, благородный, лань, а также козы альпийских и муфлоновых пород. В настоящее время ведутся переговоры с зарубежными агентствами об импорте американских бизонов. В заповеднике содержится около 22 тысяч различных зверей и птиц, некоторые из которых являются местными, а некоторые заведены из России, Польши, Франции, Белоруссии и других стран Европы. В том числе местные и иностранные куропатки, различные виды кроликов, французские фазаны, страусы, местные и французские виды птиц, оленей и их разновидностей. В заповеднике разводятся различные виды фазанов, которые относятся к редким птицам Таджикистана. С целью постоянного увеличения поголовья птиц построен и сдан в эксплуатацию корпус инкубатора, оснащенный всеми необходимыми условиями и оборудованием. Также в этой местности построены и сданы в эксплуатацию 4 пруда, где выращивается более 43 тысяч рыб различных видов. Для защиты зверей и птиц от дождей, снегопадов и стихийных бедствий в этой местности построено 13 специальных сооружений, в том числе вольеры с ограждениями. В настоящее время в вольерах заповедника акционерного общества Кулахой Тоджик куропатки, различные виды кроликов, фазаны, страусы, куры породы коралл и различные виды оленей содержатся на карантине. После определенного срока с целью увеличения поголовья их выпустят на территорию заповедника, который расположен на площади более 1000 гектаров. Такая практика содержания животных в клетках в зарубежных заповедниках широко распространена. К внедрению этого метода в заповедник зверей и птиц акционерного общества Кулахой Тоджик были привлечены зарубежные специалисты. В ходе ознакомления с условиями, созданными в этой живописной местности, президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку качеству проделанных работ. Следует отметить, что усилия специалистов и рабочих акционерного общества Кулахой Тоджик в Гисаре направлены на реализацию политики правительства Таджикистана в области улучшения охраны окружающей среды, увеличения поголовья редких животных, введения в сельхозоборот залежных земель, создания новых рабочих мест, а также на осуществление государственных планов и программ в рамках годов развития села, туризма и народных ремесел и, как следствие, возрождения экологического туризма. После объявления годов развития села, туризма и народных ремесел и улучшения деятельности заповедников страны, внимание отечественных и зарубежных туристов, в том числе охотников, к возможностям развития международного туризма в Таджикистане во многом возросло. С целью дальнейшего развития сферы птицеводства президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выпустил сегодня на территорию заповедника большое число редких птиц.
Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал инициативу отечественных предпринимателей, специалистов и рабочих заповедника достойной похвалы и дал им ценные советы для расширения возможностей. В ответ на внимание главы государства, уважаемого Эмомали Рахмона, было заявлено, что восстановление экологической среды, флоры и фауны организовано на хорошем уровне. Строительство заповедника во многом выгодно и эффективно для экономики страны. Со сдачей в эксплуатацию заповедника появились благоприятные условия для деятельности ученых сферы, расширения научных работ, содействия адаптации флоры и фауны к климату Таджикистана, выращивания редких зверей и птиц, использования холмов для растениеводства и лесного хозяйства. Итогом этого является то, что окрестности заповедника заметно благоустроились, а 20 километров местных дорог были заасфальтированы. Также построены 3 станции водоснабжения для обеспечения жителей махалей, прилегающих к заповеднику, качественной питьевой водой. Следует отметить, что в настоящее время в стране осуществляют деятельность множество заповедников и лесных хозяйств. Деятельность лесных хозяйств и заповедников способствует развитию экологического туризма и большему привлечению местных и зарубежных туристов. Наряду с выращиванием животных и растений работники лесных хозяйств страны также занимаются сбором фруктов и лекарственных растений, которыми богат Таджикистан. Только в Гисарской долине, которая находится недалеко от столицы страны, города Душанбе, имеются лесные хозяйства с большим поголовьем редких зверей и птиц. Государственное лесохозяйственное учреждение Гисара было образовано в 1993 году и состоит из 3 лесных участков – Алмусы, Шара и Чанор, где на постоянной основе работают десятки людей. Площадь земель Государственного лесного фонда составляет 1994 гектара. Основным направлением деятельности лесного хозяйства является создание и восстановление лесов, охрана, сохранение флоры и фауны. В лесном хозяйстве Гисара выращиваются различные виды деревьев и кустарников. Также здесь обитают различные виды диких животных, таких как медведь, волк, лиса, дикобраз и другие. Государственное лесохозяйственное учреждение Шахринавского района было образовано в 1947 году. В состав предприятия входят 2 лесных хозяйства – Сельбурсой и Ригар, в которых работают 30 человек. Земельная площадь Шахринавского лесного хозяйства составляет 1019 гектаров. Основным направлением деятельности этого хозяйства также является создание и восстановление лесов, охрана и сохранение флоры и фауны. В этом хозяйстве обитают куропатки, утки, фазаны и другие виды птиц. Государственное лесохозяйственное предприятие «Караток» города Турсунзаде было образовано в 1988 году. Общее число рабочих составляет 30 человек. Земли Государственного лесного фонда города Турсунзаде составляют 456 тысяч гектаров и покрыты лесами от 3 до 5%. Основным направлением деятельности лесного хозяйства является создание и восстановление лесов, охрана и сохранение флоры и фауны. В 2021 году рабочие лесного хозяйства разбили 7 гектаров новых лесов и восстановили 30 гектаров. В лесном хозяйстве произрастают шиповник, акация, карагач, сосна, горная вишня и другие растения. Поголовье оленей в хозяйстве составляет 321 особь. С каждым годом их число увеличивается. Опыт показывает, что деятельность лесных хозяйств способствует увеличению биологического разнообразия, охране редких животных и растений, плантаций и в целом развитию экономики страны. Следует отметить, что уникальная природа Таджикистана сегодня все больше привлекает внимание внутренних и зарубежных туристов. Мир и стабильность в стране, развитие важных секторов, чистые реки и родники, подпирающие небо горы, исторические места, заповедники и редкие животные Таджикистана, такие как баран Марко Поло, бухарский олень, снежный барс, способствуют привлечению туристов в Таджикистан, особенно в годы развития села, туризма и народных ремесел. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.